Құрметті коллегалар, біріншіден, мен орысша жауапты алып отырсың, орысша сөйлейін biraz. Улан Кытайбекович, мы должны отметить, что первое, у нас светское государство. Надо это не забывать нам всем. Второе, игорный бизнес – это один из основных факторов привлечения не только туристов, но и инвесторов. Что делать инвесторам после того, как они провели переговоры, сидят в гостинице, уже пообедали или поужинали? Что им делать в Бишкеке? Скажите, пожалуйста, вот кто противники этого законопроекта? Пусть идут играть, тратят еще свои деньги в наш бюджет. Посмотрите, таможенный союз, Евразиатский союз. Россия имеет казино, Казахстан имеет, Армения имеет, Беларусь на каждом шагу казино. Более того, в этих странах не запрещено участие их граждан в казино. Мы хоть сделаем запрет, а у них не запрещено. Почему мы жалеем деньги иностранцев? Вот когда у нас были казино, у нас было в Китай ежедневный рейс, даже не один, а два рейса. Потому что китайцы приезжали, играли у нас, проигрывали, и летали туда за деньгами, снова приезжали, чтобы отыграться. Ну и пускай везут китайские деньги. Разве это плохо было, что ли? Теперь, надо сказать, что наши граждане, кто хочет играть, они могут поиграть, поехать в Казахстан, пускай там играют. Они все равно ездят сами. Вы им запретите, не запретите, они ездят. Я прошу еще мне добавить минуту. Есть в США два города, которые процветают за счет казино. Это Лас-Вегас и Атлантик-Сити. Я посоветовал бы всем, кто не был там, съездить туда, посмотреть, как зарабатываются деньги для... 10 секунд. Ойымды айтып алайыншы. Вот, например, Бақара, екінші сүре, 219 емесі, беренесі. Сенден арақ жана құмар ойындар туралы сұрашат дейді. Құранда жазылған. Ал өкінді чоң күні бар. Бирок, адамдар үшін біраз пайдалары да бар деп тұрбай мұны. Пожалуйста. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселени негизи колдош керек. Даже керек болса, и последнее даже думаю, надо легализовать не только казино, марихуану надо легализовать уже пора. Давно пора уже марихуану легализовать. Мы на Иссыкуле сеяли опиум, мы забыли про это. То есть нам нужно нестандартное решение находить, чтобы без нефти, без газа, без леса проводить свою экономическую политику. Спасибо.